Так. Заправляем коня. Коник загружен по полной. Здесь бензин, тут бензин. Сегодня мы едем на Мухтаре. Так, ценник для истории, для бензина. 92-й бензин 44,70. 95-й 46,87. И дизельное топливо 49,84. Это для истории. Потому что заправлялись мы в 2018 году. Ценник был на порядок ниже. Серегу вы знаете. Всем привет. Серега. Тут где-то Санек. Меня не видно в темноте. Его не видно. Сейчас будет видно. Вот так вот. Вот так вот видно. Это Санек. Давно не видели Всем уже. привет. Один Санек зафилонил. Сказал, я буду лучше возле теплой лунки рыбачить. Ну а мы втроем решили порыбачить. Пока потеплело. Да, возле холодных лунок. Нет, было слишком жарко, мы дождались прохлады. И да, теперь рвем когти на ночь, глядя. И для подтверждения прохлады, сейчас скажу. Сейчас, Сереге, открою, а то у меня дверь только изнутри открывается. Посмотрим, сколько у нас градусов во время выезда. Вон, как вы сами видите, 34 градуса. Ниже 0. В такую погоду только ездят на рыбалку отчаянно. У кого кукушка свистит, да? Да. Поехали. В путь дорожку, выехали на ночь глядя. С надеждой, что все будет хорошо. Буксировщик мой еще на заводе. Еще не звонили, сказали, что к концу этой недели, но сегодня, повторюсь, 19 февраля едем праздновать наш мужской праздник, мужской компании. И абсолютно в мужских условиях. МЧС предупреждала, что Сидите дома. сидите дома, будет до минус 42. Мы так и делаем. Впереди нас ждет дальняя дорога. И я так думаю, когда мы будем на месте, эта цифра уже поменяется в сторону похолодания, наверное. Мне почему-то так кажется. Помнишь, Сань, мы тоже как-то выехали 2 года назад, или 3 уже получается, в 2018 году. Было 33, наверное, 34, 35, 36, да? Подъехали мы. 37 было. 37, да, выехали уже. У нас когда букс-то еще не было. Ну вот. Чити уехал. До свидания, Троицко-Печорск. Вернемся через 4 дня. Ну что, до встречи на погрузке. С Богом. Так, 35 градусов. Приехали. Так, один этап пройден. Ну что, один этап позади, осталось совсем немножко. Надеюсь, к утру доедем. Осталось совсем чуть-чуть. Все доехало. 3 электробура. Дельта-бура. Ну, теперь главное, чтобы он... Так, надо выключить. Все, габариты-то не выключил. Что, аккумулятор с собой берем, да? Да. Или рискнем оставим, нет? Потом что, трактор ждать, чтобы дергали? А потом разожгем костер и будем греть аккумулятор. Не, лучше с собой возьму. Будем катать, а ведь тяжелый, 16 килограмм. А этот? В машину его, в салон. И что? Есть чем его В машине теплее, да? Не, есть чем укутать его. Ладно, будем думать. В общем, А это для чего? а это снег с крыши чистить? Это же деревянную взяли. Вы взяли деревянную? Нет, наверное, там и воткнули, там и осталось возле там сарая. осталось это? Да, Возле сарая там и сарая. осталось, да. Зашибись. В общем, на улице, как вы видели, минус 35, так что съемка по дороге у нас навряд ли что получится.
Если доедем нормально до избушки, покажем там, что и как приехали, и когда приехали. В общем, встречаемся в избушке. Полные надежд и ожиданий. Дай бог, главное добраться до избы, а там все будет. Новый карбюратор, да? Так, пока мы никуда не едем. Я вам Ну, сказал, уже. если что, говорит, еще, говорит, ты мне его отдай в течение недели. Я, говорит, его увезу, поменяю. Не успели никуда уехать, у нас сразу поломка. Ну что в смысле поломка? Завестись с горем пополам завелись. Потекло от нового карбюратора ручьем. Видать, прокладка деревянная на морозе. Здесь нужна прокладка Honda. Я так думаю, потому что другой причины нет, правильно? Наверное, черт его знает. Либо заводской брак у прокладки этой. Ну, новый карбюратор, вот решили поставить старый карбюратор, который был, который Саня слепил А ты его как снимал-то? из того, что было. Снимай на себя. Это вот это сюда. Зря мы рюкзаки вытащили, сейчас все замерзнет. Минус 35 только с бензиновым карбюратором и вошка-то, да? Да, самое оно, да. Так. Так может этот, посмотреть Тихо, его? прокладки аккуратно, вот Не, они. это понятно, может его посмотреть все-таки? Кого, прокладку? Не, а бензин надо этот передавить шланчик, чтобы бензин не тек. Не, давай поменяем сначала карбюратор, может, нет? Это быстрее, нет? А карбюратор быстрее менять. Давай поменяем, может, со старым поедет. Ну давай. А потом уже будем химичить. Так, сперва вот это надо. Он же не тек старый-то, да? Снимал, да, карбюратор уже? Таких. Снимал. Аккуратненько все. Ага. Писюнчики. Писюнчики эти, да. Так, вот видишь, вот так, на меня немножко давани, как бы, про вот эту, и вытаскивай. Не, вот эту, ну, штырек вот этот на меня, как бы, раз, и вытаскивай. Вот. Все. Остался шланг. Теперь да? со шланчик вот этот. Шланг пока не буду я вытаскивать. А ты без него никак, как? Не-не, пока оставлю на карбюраторе. Ага. Главное, прокладку не порви. Ну, понятно. А сейчас ты его оторвешь оттуда. Шланг отрежу. Шланг оторвешь Не, оттуда. не выходит, А да? краника там нет, да? Где? Там на где-то- бачке, это откуда Я краник? сейчас вытащу, будешь держать так. Буду, давай. Выше бачка, да. Не, я зажму его рукой и выше бачка подыму. Он говорит, не замороженный. Минус, А он не замороженный, что он тебе замороженный-то? минус 35, мне кажется. Давай, пускай. Нульцевый карбюратор. Течет как Как с нового. с нового. Я хотел сказать, как с Где нового. его, Саня, там искупал ты? Нигде его не купал. Он на снежку лежал, наверное, нет? Что там, вода или бензин? или Бензин что-то? вытекает. А, был бензин там? Давай. Вставляем. Так, там карбюратор все пучком. Одевай. Подожди. Одевай, чтобы не держать. Чтобы не держать, одень шланчик. Сейчас прольется чья-то кровь. Я уже одел. Отлично. Так. Все отлично, все клубнично. Так, пока тут ремонтируется Мухтар, тем временем у нас вот все замерзает. Рыбацкий напиток, бензин, рюкзаки и полный багажник барахла еще. Ах, дальнее путешествие начинается. Видишь, там паз есть. Секса. Здесь. Ты раз, и вставить надо туда, в эту Ну, дырочку. это понятно. И туда в паз ее. Мухтар, не выеживайся, а давай работай. Да посвети своим фонариком. Так, пружиночку аккуратненько надеваем. Да, с бензином обжигает. Ага, еще как. Убирай руки сразу. Ну. Еще как руки жгет, бля. Минус 35-то. Так, а что нам сейчас пока воздухан не будем ставить? Попробуем. И вот эту вставляй теперь на место. Эту на место вставляй. А у тебя воздух везде будет подсасывать. Вставляй, болтики закручивай. Больше никак. Пока. Так, давай сперва проверим все это дело. Это-то не течет. Это все нормально. Это все нормально, да. Сейчас. А тут прокладка какая была? Родная, да?
В смысле, прокладка родная была. А тут работает, да? Работает. Вроде как бы работает, да. Да, ставим. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Кинул карбюратор. Что-то прокладку не продумали, да? Да может, все может быть там. Так, Так, она она сверху же была, да? Да. Новый есть, новый, чё? А, сейчас Серега прокладку все-таки порвал, блядь. Ты что ее цепляешь-то? Ядрить твою на корень. Так. Попадай. Давай. А что ты говоришь, тут будет? Что подсасывать у тебя будет? Ничего не будет. Сейчас Нет, имеется в виду, когда у тебя вот без- эти два болта сейчас зажмем. А и я попробуем. про них тебе и говорил, пластмассу-то поставить и все. Я ж так и заводил уже сперва. Проверял-то. Кран откроем. Будем пробовать. У нас сейчас бензин натекло, там уже... Куда? целый Благо у нас курящих... А, у нас Мало. Саня Да курит. лишь бы из крана нигде не проскочило. Ну, куда бензин? Бензин натек только вон сюда. На снег, ну. Ну, снег выкинул, да и все. Не надо печалиться. Что же здесь все вот так менять, да? Буквально, 10 минут, да? Ну слушай, если зато он на Е, то уже ничего не сделаешь, тоже блядь. бесполезно. Я как-то причину не нашел в нем, блядь. Потом просушил, и он заработал. Так, нам еще надо подсосать, попробовать воздух, да? Да. Топливо-то как мы сейчас соснем? Или заведется? Ну-ка. Один шланг. Не побежит? Не должен. Саня, готовься на всякий случай. Не побежит. Качать? Ну, работает. Полпинка, ну. Все. Подсоска работает. На потоке плохо будет работать. Ну, работает же. Он на холостом работает. А на потоке, чтобы завестись надо, и все. этот разберем, да, в избушке. А, вот этот карбюратор избушка. Сейчас надо ехать на теплом этом, он на морозе будет плохо заводиться. Посмотрим. Стоит боком как-нибудь. Да, работает. Да? Ну вот. Уже хорошо, уже завелись, по крайней мере, уже не течет, как Болтик закрути вот этот. с карбюратора уже не течет, да? Как с Слышишь, нового. шайба Как с это нового. вот отсюда, с крышки. была. Ладно, все. А я ее туда закрыл. Грузимся, надеюсь, со второй попытки поедем. Так, не знаю, видно, не видно. Фонарик уже садится, пока мы собирались. Вон Санек, вон Серега. Вроде собрались. Вот такое корыто, маленькое. Ну, это для рыбы, поймаем и приедем. Вот это Санькино корыто с рюкзаками, с бурами. А, сейчас я оденусь, тут моя одежда еще. Это Санька укутался, этого я-то еще не укутался. У меня тут вспомнил, блин, у меня тут и балаклава, и шапка вторая. Вон тут мое. Все мое. Топливо, аккумулятор. Ну и вот Мухтар, собственно, своей персоной. К бою готов. Все, теперь вот так вот одеваемся и держим путь вперед. На 4 дня в глухую тайгу. Настоящие зимние морозы. Погнали. Ну что, друзья, первая остановка, и не очень-то она хорошая. Отъехали километров 5 и начал пробуксовывать ремень от пухляка. И тут мы вспомнили, что мы забыли запасной ремень вариатора. Вот остановили Дернули по газу чуть-чуть. и не можем завести, получается. Заводить нахуй.
Серегу отправили налегке обратно к машине. Недалеко еще уехали. Заря. Еще эти вот Километров 5 где-то отъехали. еще бревна здесь. Что он там? А Это- просто быстро ехать, видишь, медленно ехали, да. Это уже не те бревна. А что мы будем стоять? Пойдем, что замерзать будем потихоньку? Ну как, корыто сможет дернуть. Ну, возьмем, да и все. Может, они не привезли. Может, Серега, здоровый. Все. Не будем ждать, чтобы не замерзать. Немного сами согреемся. В общем, сейчас ствол возьму и поедем потихоньку. Потопаем пешком. Серега возьмет запасной ремень и нас догонит потихоньку. Потопали. Рукавички. Карамультук на всякий случай, чтобы нас никто не съел. И потопали. А Серега съездит, нас догонит. Да, мороз. Езда это не езда. Прохладненько. Не замерз, Сань? Я уже немного Нет, подостыл. ну как, есть так чуть-чуть. Потопали. Есть вот такое, знаешь. Врагу не сдается наш гордый варяг. У него ноги замерзли. Быстро не иди, главное, чтобы его слышать, обратно. Зайцы, смотри, как набегали, да? Аж тропы. Не просто туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И по буранке, видать, где легче бегать. Ну, пешком прошлись, хоть немного согрелись. Даже не то, что немного, а нормально согрелись, да, Сань? Ну да, мне жарко. Жарко? Да. Что там, Серег, не видать? Летит. Летит. Слышь, Едет, едет. голос из прекрасного далека. Ну, значит, все нормально. Если едет, это хорошо. А то тоже был риск, что, не дай бог, он что-то не заведется или еще что-нибудь. Он там, мы здесь. Но с другой стороны, риск благородное дело. Он туда съездил налегке. Сейчас пустыми корытами пару километров легче проедет. Ну и мы не стояли на месте, а топали пешочком, тоже согрелись, меньше замерзнем. Сейчас запас тепла на полчасика, ну минут на 20 точно хватит, а там видно будет. Вон. Зайчики. Ну чё, где он там? Вон появляется уже. Че, подождем твою маму, подождем твою мать. Да, здесь горка вроде, да? Разгон надо брать. Ну небольшой, да, такой подъем. Да, отойди с буранки. Так он за километричек. А нет, уже Да, здесь. вот он. Летит, летит Сережа. На Мухтаре. Ну как, нашел вариатор? Ремень, то есть. Что, клювало без меня? А? Без меня не клювало? Не-а. Не, мы Слава то, Богу. да мы пробурились-то только немного. Прикормили? Да. Замерз? Ты замерз? Замерз? Замерз, не замерз. Ну-ка, а реснички-то как у... Это ревно. Помнишь, когда у тебя до ресницы хлоп-хлоп были такие же, блин? И что там без ружья даже пошли, да? А Почему как он? нет? Видишь, да, здесь. А, Ну ничего не потерял? Да не, сейчас дорога-то нормальная здесь. Мягкая, да? Че, погреешься? Посидишь? Я, наверное, там наоборот замерзну. Да? На буксе все равно заваливать туда, шевелишься. Да, Ну, смотри теплее сам. намного. Уж ты сидишь, не трогаешься. Надо было, как ты говорил, на коленники взять. На коленнике живет он у меня. Где? В пакете белом, одень хотя бы их. Так вот, что-то тут не коленник. Ну что, погрелись, поехали дальше. Там Санек, там Серега. И впереди долгие холодные километры. Так что эту красоту я и сам показать не могу. Но если даже буду показывать, вы ее не увидите. Погнали!
встречаемся везде. Еще час езды, полет нормальный. Ноги немножко замерзли, а так, в принципе, терпимо. Я не знаю, как там Серега. Сереге, наверное, там не очень. Санек. Правильно, да, делаешь? Да-да-да, нормально, езжай. Саня, ты на месте хоть? Да. Все на месте. Ну, где-то еще полчасика езды и нормально. Если доедем, будет хорошо. Дай бог, что все было отлично. С Богом. Если по лесу еще по старой буранке Мухтар не валится, то по болоту, где все перемело, вот по открытой местности, глубокая колея, не знаю, видно, не видно. Ну, сейчас не видно. Мухтар уже не может идти. Тут получается сантиметров 25, наверное, где-то 30 проваливается. И приходится уже идти пешком. Хорошо, хоть пустые корыта с барахлом везет, а нам уже надо топать. Ну, сейчас дойдем до леса. Вот Серега там, слышно, остановился. Значит, возможно, там уже потянет. Если нет, придется топтануть дорогу сначала пустым, а потом за нами вернется. Так что замерзать некогда. Топаем. Фу. Ну вот и закончился наш бензин на сегодня. Больше нету. Подзаправка. Без воронки так нальешь. Это не будешь сетку убирать? Снег вытряхни хорошо. Так. Вон волчий след, пожалуйста. Вот он идет. Я-то уклоняюсь от веток и сильно не вижу, а Серега говорит, много, да, волчьих следов было. Ага. Гуляли. За лосем гнались, наверное. Надо было сетку убрать, наверное, нет? Груженый ты сильно хавает, да? Да нет, Всё. ремень паленый, да. Когда один-то был-то на избушке-то на рыбалке, повыл-то волки тебе ответили. Но, Сейчас повой, посмотрим, здесь нет. да нахрен нужно. Я это, Надо было собаку какую-нибудь дворняжку взять с собой на приманку, да, возле избушки посадить и ждать. ждать, да? Да. Бак, сколько здесь? 5. Не влезет, наверное, боком, потому что немного. Наверное, 6 здесь даже. 5,5, наверное. Я все не буду заливать. Почему? Потому что чтоб потом не улетело отсюда она. Что не улетело? А, канистра, чтобы не улетело. Да. Понял. Вот она. Умный, однако. Снег ты там, лед убери. Туда не попадает, он только здесь. Еще немного. Еще чуть-чуть. Тут же И чуть-чуть скоро осталось. сядем мы за столик. Я уже подмерз. Подмерз? А конечно ты сидишь. У меня вот батарейка подмерзла, это все. Это точно. Сейчас, подожди. В общем, еще заводить-то надо его толпой. Ладно. Неудобно снимать. На этот раз точно встречаемся в избушке. О, даже завелся. Все, погнали. Так, ну что, с Божьей помощью наконец-то приехали до избы. Немного согрелись сейчас, немного потолкали на повороте. Вот.
Здравствуй, избушечка. Градусник, термометр. О, видишь, кто-то метелочку сделал. Фу. Я не замерз даже, выходил ты несколько раз. У меня грудь замерзла, дует сюда. А ты видимо. ни разу не прыгал? Сейчас вот, сейчас нет, ни разу. Я смотрю, ты тяжелый, это, со мной едешь, значит ты тяжелый. Ну вот. Дрова на растопку есть. Сейчас затопим избушечку. И будет рай на земле. Замерзнуть я сам-то не замерз. Так, чуть-чуть, знаешь, как это есть такое, ну, Алёшка. Саня, ты курящий, давай, ты, наверное, недалеко. А я же оставлял зажигалку тогда. Так и зажигалка-то сейчас у тебя. Она сейчас не заморожена. загорится у тебя. Сейчас спички нужны. Загорится. Вот здесь будет город-сад. Вон спички лежат. Спички-то там есть новые, да. Зажигалки нет. А Сережка просто говорит, это, зажигалку, да, спички там вон наверху лежат. Зажечь. Так, что, потихоньку давай. Заносим рюкзаки, все такое. Сейчас это Делаем свет. растопит чуть-чуть. Дымит еще холодная, да? А может снега еще навалило там, посмотреть надо. Закрой пока. Вот сколько снега. Как посмотри, дым труба пошел. А сейчас не видно будет, да? Идет, да, идет. А все. Это, ну, имеется в виду, это, дым перестал идти. Это, видимо, холодный из-за этого. Ну-ка посвети. Снег надо будет убрать, смотри, сколько навалило. Все, дым пошел. Надо избушку, наоборот, обкидывать, нет? Или наоборот? Я думал, ремня не хватит до избушки доехать. Ну хоть вон ремень запасной взяли, и то хорошо. Сколько следов волков? Раз 15 видел? Ну это парочка, наверное, ходит, я думаю. За лосями гоняются. Да. Вон, смотри, сколько снега после нас, да, выпало уже. И вон загнуло, как эти бревна, вон, видишь? Ага. Вон, заметно аж, где-то на сантиметров 30 уже загнуло. Обязательно надо будет почистить завтра. Все, что, заносим мешки? Смотри, какая там. Нет, это другая. Ну что, Обняли печку. обняли печку? Серега сказал, что в некоторых случаях печка греет лучше, чем женщина даже. Потихоньку немного начали оттаивать. Из ледяных ресниц начали появляться глаза. Но никто еще раздеваться не хочет. На улице минус 36, да? Да, В скоро избушке надо, минус 35. надо найти небольшую дырочку здесь. Вон такие у нас заснеженные окна. Сейчас найдем где-то небольшую дырочку и электронный градусник. Датчик вынесем на улицу, и будет у нас температура и наружная, и внутренняя. Ай, потихоньку надо раздеваться, наверное, уже. Включилась вот эта камера сама по себе и посадила всю батарейку. И батарейка, это бог с ним, у меня запасная есть еще. Съела карту памяти, наверное, насколько хватило ее. Надо будет как-то разобраться. Ой, я уже раздеваюсь. Что, помогли на коленники-то, нет? Да. Теплее. Ну, сами колени. Ветер хотя бы не попадает. Сами колени не поддуваем. Ну все, давайте, располагайтесь. Скоро будем кушать, скоро будут нас кормить, скоро нам будут наливать. Скоро будет весело. А время уже, Тяга кстати, пошла, да. тяга. Ну-ка, время сколько, Саш? Не посмотрел? Ночью только смотрел. Час. Без 5 час. Время час. Итого у нас заняло пути 6 часов, грубо говоря. Тяга, смотри, какая тяга фигачит. Аж дверца стучит. О, поперла, эта труба растаяла. Пошла дрова жрать, да? Так, ну вот. Немножко уже, можно так сказать, избушечка отогрелась. Но снег еще на полу не тает. Вот здесь уже тепло, как бы вот нормально комнатная. Здесь еще очень и очень холодно. Здесь как раз комфортная температура. Пока я готовился к съемке, тудым-сюдым,
Серега Санька уже благополучно пол сковородки навернули. Сказали, что большой семье не щелкают. Ну ничего. И сегодня мы, Юра Кулагин, узнаешь? Будем пробовать твой башкирский напиток. Вот, твой бальзам, который ты нам отправлял еще давным-давно. Я все берег ее для особого случая. Но это не чистый бальзам, а разбавленный с рыбацким напитком. Потому что чистый слишком, подумал я так, приторно. Сладкий, да? Ну, наверное, он концентрирован. Тут на травах, там всякие яркие травы, агидель на основе натуральных трав. И я, короче, в общем, разбавил его с чистым рыбацким напитком. В пропорции где-то вот такая бутылочка, наверное, на 3-литровую баночку. Как-то вот сейчас снимем пробу, можно так сказать. Я сам еще, потому что времени настаивать уже не было. Столько-то на рыбалку. Каждый день же ездим. Сколько мы? 3 недели прошло, да? 3-то точно прошло. 3 недели прошло уже. Засиделись дома. Наконец-то мы в избе, наконец-то на реке. Это свершилось. Весь февраль. Мы же ездили в январе, наверное, да? Морозы не спадают. Да, морозы днем 30, ночью 40. Что, за приезд по полной или по половинке? Не, полную мне не надо. Точно. Вот так вот, половиночку, да? Еще меньше. Половиночки. Что, друзья, за приезд. Пусть теплеет. Мы ждали, пока кончатся морозы, но морозы не заканчиваются. Так что решили приехать. Может, теперь мороз закончится. Испугать погоду. Да. Главное, мы здесь. Наконец-то это свершилось. Ну вот. Как-то так. А вы говорили, когда новые ролики? Представляете, сейчас выпью, скажу. Народ начал уже волноваться. Что случилось? Почему нет выездов? Многие обращаются в личку в соцсетях, знакомые. Вот буквально сегодня звонил Виталий Колодежников в Самаре. Что-то как-то. Говорю, вот, Виталий, говорю, собираемся, не знаю, получится, не получится, доедем, не доедем. Саня Мазай тоже звонил. Что там, как, Геннадий? Я говорю, ну вот, собираемся. Беспокоятся, что давно нет роликов. К последнему ролику тоже комментарии писали. Вот, начинается наша эпопея, морозная эпопея. Ну, дня на 4 это точно. Сегодня у нас уже 20-е, да? Осталось 3 дня, 23-го уже выезжаем. День заезда прошло полдня. Полночи. Полночи, да. Но зато мы уже здесь. Если бы мы выехали завтра утром, в дороге было бы весь день. Пока покушаем, то все. Пока изба прогреется. Долго спать мы точно. Хотя с раннего утра нечего идти, да, все равно мороз, наверное, будет 40. Конечно, Потому что там мороз, момент, на мороз. Второй момент надо букс. Под 40 мороз будет. Но бук с толпой-то, скажем, делать нечего. Ну, где-то что-то поддержать возможно. Ну, вдвоем. Вот вы будете бук делать, я пойду с разведкой сюда. Поблизости хотя бы, чтобы это... По коню окулею. Да, в такой мороз-то одному ходить, конечно. Без ствола я точно не пойду. Рядом с избой прямо волчьи следы. 50 метров. И главное, заметил, да, по буранке не идут. Вдоль буранки идут. Вот что вот это? Думает, наверное, что-то, да, все-таки? Ну, По буранке-то удобнее же идти, да? Это не проваливается, да? Рядом тропу протоптали, рядом с буранкой. Наверное, думают, тут могут петли поставить туда-сюда. Капкан. Может, запах бензина или еще чего-то есть. У нас очень много волков появилось, не знаю откуда. Даже в нашей маленькой деревне, вот, сколько там дворов у нас? 60 осталось где-то, да, жилых дворов-то, наверное, не больше. Сколько-то? Может, 50. Не... а даже не даже.
Ну, собак 40, наверное, не больше. Если не меньше даже. Меньше, 40 нету собак. 40 мне тоже кажется нет. И 3 собаки уже утащили. Вот буквально позавчера у брата 2 собаки, вот одну собаку с цепи утащили. На лай выскочили, и все, уже поздно, он говорит, цапысь ее. И потащил вот по улице, где вот возле матери. А ни ружья, ничего нету. К Горбатским побежали, говорит, взяли пешню, говорит, пешню. Ночью или днем? Ночью, 12:30 он мне позвонил. Гена говорит, приезжай. Мне, говорит, волк собаку утащил. А ты что сделал бы? А я только лег, я говорю, ну, только лег. Я сейчас, могу собраться, подорваться, но пока прогрею машину туда-сюда. Потому что они побежали по следам, он до ручья собаку поволок, и она лежит там с порванными кишками, и все, разорванная. Целая еще. Ну, порванная, все уже, мертвая. Я говорю, я сейчас 15-20 минут только буду машину прогревать. Аккумулятор был дома, все. Потом 40 минут я буду, скажем, 45 ехать. Это больше часу пройдет. Да. Ну, говорит, он ушел, говорит, по асфальту в сторону Троицка. Я говорю, ну и что? Я сделаю. Машину видит даже. Отскочит, Ну, отскочит в и сторону, всё. да. Я говорю, садите кому-нибудь, у кого ружье есть, охотники, там, карабин нарезной, может, все равно у кого-то же есть. Собака, он все равно вернется, придет. Конечно. Сделайте засаду там, потому что близко он не подойдет. Он учует человека, но на ружейный дробовой выстрел. А с нарезного 100-150 метров, скажем, ну, метров 100 даже где-то, скажем, до сараем где-то подождать по ветру, он подойдет к Если он собаке. круг не сделает, только, знаешь, не Что ты прочухает. думаешь, это он мне позвонил когда? Пока позвонил, я отказался. Они говорят, дай хоть, что он будет, рвать эту собаку, говорит, пойду, да, уберу. Пошел с корытом, чтобы волки не сели, говорит, уберу. Пришел, уже нет тут собаки. А, уже все, да? Он вернулся, по следам они пошли, он пошел за масловыми туда, дом обошел, посмотрел, видать, что народ ушел, вернулся, собаку цапыть и унес. По следам пошли, куда унес, он до кладбища дошел, на дороге прямо съел половину, осталось, говорит, полтуши. Половину уже все съел за это время, пока они ходили. Я говорю, вот, прошло минут. Это прикинь, если бы кто-то сел в засаду, он кружочек сделал бы, раз, и вернулся бы. И с нарезной бы чпок туда, и все. Тем более, там как раз светофор же, освещение получается. Когда проходит, чик, освещается. И он не боится ни лампы, ни света, ничего же не боится. Они вообще оборзели. Они привыкли уже к этому, мне кажется. Проходит, они сразу включаются. Ужас, что творится. Это вот, ладно, вот мы вот там вдвоем, троем, да, не страшно. А вот одному вот сейчас вот идти, да, жестковато еще без ружья-то. Ну да. Это надо, знаешь, еще перчатки, чтобы у тебя были в соляре или в бензине. Пофиг. Или ноги. Я Кинется? Думаешь, кинется? Я здесь в этой избе был прошлый год, наверное. Не, я говорю, думаешь, кинется на тебя? Если от тебя будет так сильно резко пахнуть? Если он голодный, пофиг ему. Я здесь был прошлый год один. Вышел в туалет вечером. Я в комментариях потом почитаю. Люди все равно напишут. Вот там вот. Был вой. Мне что-то до утра потом не хотелось выходить отсюда. Конечно. А я тоже не вышел. Да кто, тоже свежий же сегодня? Свежие. И лосик свежий. Наверное, я не удивлюсь, если они там где-то порвали уже и жрут сейчас. Ну, Ладно, не будем о печальном. Нас троих одновременно он все равно не съест. Кого-то будет пока грызть, второй успеет. Кого-то, говорит, пока будем грызть. Меня показывает. Мы успеем, да, с вами? Главное, быстро бегите. Чтобы он вас не цапнул. Саня-то худой тогда. Я быстро бегать не могу. у меня сапог 48 Это размера. как Николин Вицин Маргунов туда, Я самый маленький. пес Барбос, он с динамитом как забегал. Да. Видишь, как повеселили. Буквально полстопочки рыбацкого. Так что, Юра, башкирский напиток все-таки пришло время башкирского напитка. Да причем ничего, нормально такое тут. Так, знаешь, это, Нет, ты что, ее же не чистоган напил, а то что ну да, концентрация это минимальная, вот это считай, не пол-литра же, здесь 250 грамм.
Это чекушка. А, это чекушка такая? Да, Чё, 250 как будто грамм. большая такая. 250 Не, я грамм. понял, что не пол-литра, а ну побольше, чем Ну, смотрится чекушка. как большая, да, как Да, будто? ага. На 3 литра. Ну, обычно я вот когда Улан-Удэ на 3 литра пол-литра делал. Слишком концентрированный. А 250, ну как бы нормально, не приторно, ничего. Не, нормально. Его, по идее, надо, наверное, ложечками в чай добавлять, там еще куда-то, да? По идее. Уже прикинь, желудок упал и жгет прям там. Ну, вот, прошла здесь, и желудок упал, и прям чувствую прям хорошо. Как-то вот так. Хорошо. Так, Молодцы. ну, у меня есть скриншоты, давайте, чтобы сильно не в одном ролике, а давай каждом будем буквально по 3 минуты. Привет, хорошо? Все, давайте по стопочке, привета и скажем бурвой. Да. Бурвой, это спокойной ночи. Сейчас мы будем располагаться, готовить градусник. 2 часа ночи уже пора бы. 2 часа ночи, да. Ну, мы уже здесь, изба топится, изба теплая. Завтра у нас хозяйственный. Хозяйственные дела с утра. Да, много чего. Ну, рыбачить попробуем обязательно. Килограмм 8 поймаем, больше не будем. И все молчат. Ура, ура, ура. 8-то нет, а хотя бы пару хвостов, чтобы этот свежачком. Да, малосолочку. Малосолочку уже. я сразу сделаю малосолку. Блин, я уже мечтаю просто об этом. В этом году, вернее, я еще же не выезжал. Ну вот тогда. Я уже все дни эти спутал просто. Все, Григорьевич, он то съездили? Да. Вот я один раз, когда я успел съездить, и все, я же больше никуда не ездил. У меня просто времени не было больше. Не Саша. Где Калина, где Саша? Я говорю, временно недоступен. Временно недоступен, да. Так, ну что, Давай, читай скорее. буквально 3 минутки. Сильно не будет задерживать, но надо. Первый скрин. Вы уже, наверное, все в курсе, что я продал свой старый ураган, который мне верой и правдой отслужил 3 сезона, вот 4-й половину отработал. Последний раз мы приезжали именно на нем, потом по приезду сразу я его продал. И теперь жду новый. И Анна Беспалова, как бы, даже не я сам, а Анна Беспалова как бы написала в одном комментарии: давайте поможем коми-рыбаку. И кое-кто уже откликнулся, за что я благодарен. И, конечно же, зачитаю. Это Дмитрий Пантелеймонович отправил мне денежный перевод. Огромное спасибо. Так. Жарит тоже, да? Здесь наверху. А Тут- внизу еще, блин, этот. Начал снег таять. Так, ну давай затронем вот эту тему сразу. Она длинный комментарий. Не то, что комментарий, а даже на электронку не пришло. И не могу не зачитать. Давайте зачитаем. И заодно обсудим эту тему, потому что эта тема очень, так сказать, злободневная. И касается всех нас, рыбаков на наших речках по размеру хариуса. Вот он что пишет. Это пишет у нас кто? Валера. Добрый день, Геннадий. Не стал в Ютубе писать, но тебя, к большому сожалению, нас, рыбаков в Коми, ввели в заблуждение. Я когда написал и нашел в интернете о размерах хариуса, то что 28 сантиметров это район большеземельной тундры, а в остальных районах Республики Коми 20 сантиметров. Это черным по белому написано в правилах, и есть такие правила, и я давал ссылку. И вот он мне отвечает: нас ввели в заблуждение. Я о ссылке, которую я дал, по размерам вылова хариуса у нас. Когда-то да, был разрешен размер 20 сантиметров, а в большеземельной тундре 28, как я написал. Сейчас 28 и 30 соответственно. То есть, откуда он это взял, тоже ничего не написал. Какой нехороший человек это провел, в кавычках, ну ты понимаешь, что с ним надо делать. Ну, отрезать кое-что ему надо. Я специально еще раз узнал в рыбинспекции, ничего не изменилось. Штрафуют с удовольствием. Я давно многим блогерам Коми предлагал поднять эту тему и вернуть те размеры, которые должны быть, и довести до главы Республики Коми об этой дикой ошибке. Во многих малых реках таких и не водится от 28 сантиметров и выше. Нет такого хариуса в Коми. В основном. Это на севере, да, есть. В Сибири там есть где-то, в горных реках есть, у нас в Верховьях тоже есть.
Но тут вот на этих речках нет такого, очень редко. А если и есть, то это маточник, которого отпускать надо. Наоборот, с икрой, которого большого поймал, надо отпускать. Это даже сами рыбинспекторы при встрече говорят. Вы же друг с другом общаетесь, создали бы пул, сделали бы ролики, отправили главе Республики Коми, как уже делали по открытию охоту. Кстати, тогда это помогло. И, например, в Архангельской области хариус разрешен к вылову 20 сантиметров. Соседняя Архангельская область. А многие речки проходят по обоим субъектам, Коми и Архангельская область. Парадокс, не правда ли? То есть с одной и той же речки одним можно 20 сантиметров, а другим штраф 925 рублей за одну штуку. Плюс 3000 сам штраф. Если меньше 28. Одна надежда на вас, блогеров и подписчиков. Проблема очень серьезная и касается многих рыболовов земли Коми. Когда-то один депутат уже отстоял право ловить сорожку маленьких размеров. Ну, тут про сорогу. Так, ладно, другим видно по барабанам. Так, все, смотрю твои ролики на ютубе, очень нравятся. Йенцикадан. Удачи и ждем новых видео. Извини, что немного сумбурно, но все же лучше тебя, думаю, предупредить про размеры, дабы не расслабляться. С уважением, Валера. Я к описанию к этому ролику, опять же, скину ссылку. Это не я придумал. Это правила рыболовства на 2020-2021 год. Там черным по белому написано, что больше земельная тундра 28, а в остальных речках Республики Коми 20 сантиметров минимальный размер. Ну, не знаю, что и как. 28, это вот полкилограммовый хариус. Его действительно редко попадается. В основном 22, 24, вот такие цены. Конечно, мелких мы сами отпускаем. Это васьки. Васьков нахрен обратно в лунку. А ну, если они уже подросли, уже нормально. Или порванные. Жаровочники, это уже... Ну, когда порванный, то уже... Куда, Это уже не Вася. Этого уже на сковородку можно. Так что, не знаю, что и как. Как-то вот так. Пока рыбачим по тем правилам, которые я нашел в интернете. Это все. Это большая тайна. То есть, закон как дышло. Куда повернешь, туда и вышло. Выгодно. Выгодно властям, выгодно надзорным органам оштрафовать народ. Это все туда стекается в верхушку, в одну общую кормежку. Ну а мы, простые смертные, которые на удочку ни неводом, ни динамитом, ни электроудочкой, а вот так вот в этих морозных условиях пытаемся 2-3 штучки поймать, сделать из нас браконьеров, это, ну я не знаю. Ладно. Отвлеклись немножко от темы. Я думаю, где браконьеры? Да кого вот они сидят тут. Давайте буквально, я уже, наверное, хотел 3 минуты, получилось и 5. Не, вот это, конечно, ты правильно сейчас, нормально. Ну что, это не я, это Валера. Пускай Валера молодец, поднял тему. Иван Малеев. Дядь Ген, передай привет мне, я Виталик из Коноши. Смотрю тебя, постоянно вырасту, жди в гости. Иван Малеев, да ради бога. Как вырастешь, приезжай в гости. А вырасти это сколько лет ему? Маханем рыбацкого напитка. А вырасти это сколько лет ему? Может ему лет 10? Ну не знаю, Иван Малеев. Кстати, вот Иван Малеев это ник. Я Виталик из Коноши. Это, наверное, от отца он пишет. Может быть. Да, от ника отца. Так что можешь приезжать вместе с отцом. Напитка хватит. Ну, как сказать, как сказать. Вот вчера я целый день старался. Изготавливал. По плану у нас было приехать 4. Ну, Санька, который не спортсмен, который велосипед не крутит, сказал, не, в такой морозе я лучше возле теплой лунки посижу. Холодным езжайте вы сами. Да, вряд ли его с работы не отпустили. Да? У них же там двигатель сгорел, вот его, они его, Ну ладно, он отмазался. иначе весь Троицк встанет там. Олег Огородник, отличная рыбалка, движение это жизнь. Здоровья тебе, Геннадьевич, ждем новых рыбалок. Вот она, новая рыбалка, то есть она будет завтра. Так, больше рекламы урагана, чем дела. Ну, это Mazda какая-то CX-5. Ну, рекламирую свою Мазду. А мы не рекламируем ураган, мы показываем возможности урагана. Сегодня вот будем возможности Мухтара. Мухтар довез, молодец. Завтра он будет катать, молодец. Короче, любая техника, которая возит, мы не рекламируем, мы показываем. Как-то вот так. Серега Балакова.
Родной, а ты обещал привет передать. Сказал, скрин сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Раз скрин сказал, Серега, я тебе уже 3-й или 4-й привет передаю. Еще раз, Серега. Привет с рыбацкой избы. Привет от нас, рыбаков, Балакова, Коми, друзья и братья. Все, закругляйся. Да, За- вроде на завтра передавал, если оставь. что, передам еще раз при случае. Так, тихо. Поем как можем. Это у меня Серега, друган. Привет, Геннадий, доброе утро. Это ты правильно предупредил о культурном и правильном употреблении алкоголя. Наливай. Дмитрий Арипов. Привет, Геннадий из Печоры. Все опять на высоте, правильно слова сказал. Сереге Василенкову привет от меня передай, пожалуйста. Серега Василенков, привет тебе огромный. А Дмитрия Орипова, это твой друг или родственник из Печоры, я еще точно не знаю. И, кстати, друзья, немножко всех вас заинтригую. Если все нормально получится, мы с этим Серегой Василенковым скоро поедем куда? Все правильно. Мы поедем на рыбалку, в те места, где водится рыба, где мы были осенью, в конце августа. Если кто смотрел эти ролики, вот ссылка вот здесь в правом верхнем углу будет. А нет, вот здесь вот точно здесь. Обязательно посмотрите. Рыба там есть, рыба там хорошая, рыба там красивая. Это рыба хариус. Но это была рыбалка по открытой воде на спиннинг. А теперь мы будем рыбачить. Подледная рыбалка. Смотрю, все заскучали. Так Да что на всё, сегодня друг хватит. хороший. Всем до свидания. На завтра Всем оставим. спасибо за внимание. Сегодня, как вы видели, опять рыбалки не было, но рыбалка будет завтра. Не переключайтесь. Встречаемся завтра. На этом же месте. Ну, в общем, все увидите, что будет. Всем пока. Главное, мы здесь. Главное, мы приехали. И главное, что главное? Как здорово, что все мы здесь сегодня Сегодня собрались. собрались, да. Спасибо за внимание. Всем до свидания. До завтра. Да, все, всем пока. Мы уже давно уже сказали всем пока. Это ты Мы уже готовы. долго говоришь.